Всем привет! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. Вы смотрите очередной выпуск программы «Мы вам покажем». Сегодня мы находимся в замечательном городе Алдан. И, конечно, здесь также есть мастерицы, рукодельницы, люди, которые живут творчеством. Одна из них – это Ирина Селиванова. Она является руководителем художественной студии. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Но сегодня мы не будем рисовать, хотя могли бы, да? Сегодня мы поговорим о ее таком увлечении, как работа с эпоксидной смолой, верно? Да, все верно. Сегодня я хочу вам показать, что же вообще из себя представляет смола, как с ней вообще работать и какие картины из нее можно творить. Ну, давайте, я вижу здесь на столе у нас красивейшие работы. Я так понимаю, это все ваше творение. Да, это все моих рук дело. Да, ваших рук дело, и это все та самая эпоксидка. Давайте немножечко телезрителям расскажем, да, потому что визуально кажется, что это, в принципе, совершенно разные направления творчества. Кажется, что где-то пластик, где-то дерево, где-то стекло. На самом деле это все. На самом деле это все смола. Те изделия, которые вы видите, что они не на деревянной основе, это все целиком и полностью состоит из смолы. Все это изделие. Единственное, туда добавляется краситель, специальный пигмент, какая-то зеркальная крошка, и за счет этого она играет. Ну и опять же, здесь немалую роль играет техника, то есть со смолой, работая со смолой, есть разные техники, поэтому, допустим, вот этот цветок, да, он выполнен в технике заливки цветка, другие изделия залиты совсем иными способами. Вы знаете, вот что бы я хотела отметить, что визуально это выглядит примерно как посуда, да, из стекла. Да. Но огромный плюс, что она очень легкая. Мы видим даже ювелирные украшения, вы здесь практически делаете, да? Вот ювелирные украшения у меня это новшество, то есть я не так давно начала ею заниматься, но хочу сказать, что очень интересный процесс, интереснее даже, возможно, чем создавать предметы интерьера, потому что они маленькие, миниатюрные и кропотливая работа. У вас тоже, да, здесь? Да, Тоже все правильно. Ой, смотрите, а у нее здесь даже застыли какие-то растения, да? Да, то есть в бижутерию мы можем добавлять как камни, так и сухоцветы или стабилизированные цветы. Вот так. То есть для эпоксидки вообще нет предела, знаете, совершенства? Нет предела. Это главное, чтобы фантазия работала. Да. Вот здесь мы, кстати говоря, видим вот такие уже современные, да, элементы. Наверное, ну все-таки это декор, да, все-таки. Ну и он имеет функционал, да, это так называемый столик, да, под вино или как правильно? Да, это винный столик, он выполнен из грецкого ореха. Сверху залита смола, и все дерево обрабатывается специальным маслом, чтобы никак оно не вредилось, никакого грибка не было. В общем, обрабатывается для износостойкости. Вот так. Ну и к Ирине пришли мы, конечно, не просто поговорить о ее работах и, конечно же, восхититься ее творчеством, но, конечно, мы пришли за полезными советами, за мастер-классом. Возможно, кто-то, глядя на нас сегодня, завтра решит пойти на курсы или же хотя бы посмотреть это в интернете, но, возможно, в ком-то проснется то самое творчество и вдохновение. Но давайте поговорим о том, что сегодня нас ждет. Сегодня я хочу вам показать, как залить настоящее море на вот такую вот незамысловатую основу. Это основа из МДФ, она покрыта акриловым грунтом для того, чтобы смола сильно не впитывалась в МДФ. Если она будет впитываться, значит будет появляться воздух и очень много пузырей будет появляться. В течение работы это все можно будет посмотреть. В общем, грунтовать обязательно нужно любую основу. Это готовую вы покупаете вещь или это вы сами делаете? Вот это уже готовое. Так, вы сказали, мы будем делать море. Да, сегодня мы будем заливать море. Для этого, я думаю, можно приступать, правда? Давайте. Так, для этого нам нужно смола тоже. Хочу немножко рассказать про смолу. Смола в чистом виде, она никогда не затвердевает. То есть, если мы заливаем в молд или на дерево одну смолу, она никогда не затвердеет. Это, знаете, можно сравнить со смолой вот от шишек кедровых, да? Вот эта смола, она тоже никогда не затвердевает. Но это немножко другая, но принцип тот же самый. Поэтому, чтобы нам добиться затверделости изделий, мы в смолу добавляем специальный отвердитель. Но добавляем мы... В каком соотношении? В соотношении 50/100. 50 чего? 50 отвердителя и 100 смолы.
Так, я совсем забыла надеть перчатки. Перчатки мы надеваем для того, чтобы у нас смола не липла к рукам. То есть будет совсем некомфортно, если у нас руки будут липкие. Поэтому работать всегда нужно в перчатках. Так, пожалуй, я тоже сделаю то же самое. Одеть сразу перчатки. Так, ну я пока займусь замешиванием. То есть сейчас я заливаю смолу. Мы залили 120 грамм смолы, значит, нам нужно залить всего вместе с отвредителем 180. У нас должно в итоге получиться. То есть мы добавляем половинку, 60 Да. отвредителя, и в общей сложности должно получиться 180 грамм вот той самой смеси, да? Да, той самой смеси. Хорошо, почти. Ну, вот так, ровно, без одного. Ровно 180. Мгм. Так. Теперь мы берем деревянный шпатель и начинаем замешивать. Но здесь тоже мы Есть нюансы. столкнемся, с некоторыми сложностями. Смола с отвердителем в чистом виде никогда не перемешается самостоятельно. То есть мы должны хорошенько принудить и перемешать ее между собой. Снизу вверх. Да, потому что если мы будем по направлению, по часовой стрелке, как чай, допустим, она никогда не перемешается. То есть отвердитель сверху, который мы второй залили, он так и будет перемешиваться сверху, да, и смола снизу будет ходить по кругу. Поэтому мы берем снизу вверх, как будто мы замешиваем тесто. Такими нерезкими движениями. Почему? Потому что если мы будем резкими движениями перемешивать, у нас еще больше будет появляться пузыриков. Сейчас они в любом случае будут появляться, потому что туда, в нашу смесь, попадает воздух. Но если мы будем делать это резко, то пузырей будет еще больше. Пузыри мы потом в течение работы выгоняем с помощью горелки. Но если их будет, опять же, очень много, горелка может не справиться. Лучше позаботиться об этом заранее и аккуратно перемешивать, правильно? Да. И еще вот хочу сказать по поводу смолы. Смола бывает разная, жидкая, средняя и густая. В данном случае мы с вами работаем с густой смолой. Почему? Потому что она не так сильно растекается и она держит рисунок. То есть наша с вами задача сегодня создать красивую волну. Да, но если мы будем использовать жидкую смолу, то эта волна, она просто растечется и убежит. Будет одна большая волна. Поэтому у нас с вами сейчас густая смола. И время работы с ней не больше получаса. То есть она начинает очень сильно... Ну, она начинает не твердеть, а нагреваться в стаканчике. Она начинает... Она начинает нагреваться в стаканчике. Почему? Еще раз. Она начинает затвердевать в стаканчике. И... Да. Она начинает нагреваться сильно в стаканчике. Из-за чего она так себя ведет, в маленьком вот таком стаканчике? Потому что ей мало места, то есть она вот вся вот такая вот, как будто бы ее туда поместили, все, а ей нужно уже, с ней нужно уже поработать. То есть, в общем, начинается опасный химический процесс. Да, и если проворонить, так скажем, вот этот вот момент, то мы до стаканчика даже не сможем прикоснуться, то есть он будет очень-очень горячий. Ну, как раз время нашего эфира примерно плюс-минус уже осталось 15-20 минут, мы все успеем. Итак, перемешали. Ирина, дальше? Перемешиваем мы до тех пор, когда мы уже понимаем, что она хорошо перемешалась. И это все мы можем почувствовать палочкой, потому что смола, она более густая, а отвердитель, он более жидкий. И когда мы палочкой вводим по стаканчику, мы можем своими движениями понять, где у нас густота собралась, то есть эта смола собралась. Попробую, вы подержите пока. Так, попробую я где-то... То есть... Нужно хорошенечко со стеночек ее собирать и с дна стаканчика. Она очень любит эти места, и она там остается. Если мы нехорошо перемешаем, то опять же та смола, которая не перемешалась с отвердителем, она не затвердеет на нашей работе. Кстати говоря, можно... Она ничем не пахнет. Вот так. Но масочки мы с вами обязательно наденем тогда, когда мы будем нагревать смолу. Мы будем создавать волну с помощью фена и убирать пузырики с помощью горелки. Все.
Наша смола готова. Теперь мы можем приступить к к окрашиванию смолы. Для этого мы в стаканчике распределяем нашу смолу по Количество цвета. по небольшому количеству, да, и будем в каждый стаканчик добавлять наш пигмент. А сколько для нашей волны морской нужно будет оттенков? Вообще здесь нет точного, да, количества пигментов. Кто-то любит очень много оттенков в море, поэтому им нужно много стаканчиков. Кто-то любит не так много оттенков, допустим, один бирюзовый и все. Но у нас с вами будет такое бирюзовое море. Это мой любимый цвет, он такой теплый, не холодный, потому что у синих оттенков тоже разные оттенки бывают, у синих цветов разные оттенки бывают, поэтому я выбрала свой самый любимый, это бирюзовый. И хочу вам показать, для смолы существуют разные пигменты. Бывают матовые пигменты, это вот они идут в таких бутылечках, и бывают перламутровые, то есть они с небольшим блеском. Я буду использовать и тот, чтобы нам наглядно было видно, как какой смотрится. Хорошо. Но для начала мы намешаем цвет песочка, потому что все-таки на море у нас песочек. А вообще, допустим, визуально, да, я же должна распределить, сколько у меня должно быть песка, сколько моря? Или как душа захочет? Тоже, да, как душа захочет, потому что кто-то, допустим, хочет вот на этой основе видеть побольше, да, песка, кто-то совсем как будто бы только островочек, поэтому здесь уже на свой взгляд нужно ориентироваться так, как вот А я нам давайте хочется. тем временем вы мне пару капелек добавьте, сделаю волну. Так, для волны у нас отдельный такой вот белый порошок, то есть он не в жидком виде и он не пигментированный, белый вот такой вот, мы его добавляем в конце, то есть нам сначала нужно, я вам могу подать вот такой вот мятный бриз, очень приятное название, нам для окрашивания смолы достаточно 2-3 капелек. Ой, как экономично, да? Да. Поэтому мы капаем, Раз и два. ну, можно даже третью, вот так вот, И все это дело начинаем. перемешивать. Ой, посмотрите, в моем стаканчике происходит волшебство. Всего 3 капельки, а посмотрите как. О, все, мы получили уже тот бриз. Да, самое главное здесь тоже хорошо перемешать. Так, дальше. Но у нас море идет в глубину все темнее и темнее. Для этого мы берем пигмент еще темнее. И добавляем. Но для этого цвета нам, наверное, еще нужно добавить смолы. Хорошо. Вот так вот. Так, и для темного чуть-чуть. А темный я хочу вам показать как раз-таки с пигментом. Мы смешаем не с красителем, а с пигментом. Мы возьмем новую. И опять же, для каждого цвета нам нужна отдельная палочка, для того, чтобы цвета у нас не перемешались. Вот так выглядит этот красиво, красивый посмотрите. пигмент. И не менее красивой сейчас станет смола. Посмотрите, как она красиво перемешивается, с каким перламутровым эффектом. А вы вообще всегда занимались вот творчеством? Нет, на самом деле творчеством, да, скорее всего, с детства. А вот со смолой только 2-й год. Ну да, это сейчас такой бум, да, вот этой эпоксидной смолы, мне кажется, вот последний буквально год, 1,5-2, да? Да, она очень модная и немаленькие обороты берет по России. Ну, И в Алдане популярно? в Алдане, да, для людей это что-то такое новое, интересное. Все хотят пощупать, потрогать, и как это все выглядит. А вы коренной житель Алдана? Я не родилась в России, но с детства живу в Алдане. Вот так вот. То есть в душе все равно считаете себя уже местной, да? Да, конечно. Это я считаю ее своей родиной, а Россию, да. Так, ну у нас готово, я считаю. Так, у нас здесь много еще смолы осталось, мы можем ее еще позаливать разные, чтобы нам хватило для нашей основы. Для белого
оттенка для волны нам нужно совсем немножко смолы, поэтому мы распределяем вот эту всю смолу уже по стаканчикам и На глаз. оставляем, да, на глаз, и оставляем уже только для волны. Так, еще раз перемешиваем с той смолой, которую мы добавили, и, в принципе, можем начинать заливать на нашу основу. Итак, наша волшебная смесь из эпоксидной смолы уже готова. Даже не одна, а их у нас раз, два, три, четыре. И пятая еще есть, 5. Итак, мы размешали, в принципе, готовы к самому интересному. Это будет происходить вот здесь. Да, теперь мы можем непосредственно перейти уже к заливке нашего моря. Мы начинаем с песочка. Так, и начинаем... безопасно? Да, конечно. Смола, со смолой работать нужно в маске тогда, когда мы ее начинаем греть. То есть в жидком состоянии, без нагрева, она безопасна. Хорошо. Поэтому мы пока просто с ней, так скажем, рисуем без кисточки. Мы заливаем сейчас то место, где у нас якобы будет песочек. Так, самое главное, мы забыли сказать, да, что у нас-то здесь пленка на столе, да? Иначе будет Да, плохо мы мебели. специально закрываем парты пленкой для того, чтобы не испортить мебель, потому что смола, она, очень трудно потом оттирается, так сказать. Есть специальные средства, но Нежелательно. да, нежелательно. Лучше все-таки позаботиться. По вашей задумке здесь будет берег. Да, здесь будет берег, здесь у нас будет песочек, потом мы с вами будем добавлять камни, речную гальку, есть специальная, то есть она очищенная, без никакого песка, без грязи, и отдельные камушки белые, ракушки также будем добавлять, и самое интересное и самое красивое, на мой взгляд, будет смотреться у нас стабилизированный мох. Так, сейчас мы распределяем песочек, и практически мы уже завершили первый этап. То есть на края надо совсем чуть-чуть, да? Да, потому что все равно мы будем работать с феном, и когда мы будем задувать волну, эта смола в любом случае, какая-то точнее смола, будет затекать у нас за борта. Но это не страшно. Так, дальше. Дальше мы заливаем наш второй пигмент. Любой или надо? Нет, тот, который светлый. Самый темный мы будем добавлять уже, так скажем, в глубину. Поэтому здесь мы добавляем такой вот очень приятный. А толщина вот этой струйки имеет значение? Нет, Или все это можно подрегулировать потом? оно все равно все потом перемешается, потому что мы будем феном раздувать, чтобы у нас плавные переходы получались между цветами. То есть сейчас мы добавляем светлый такой бирюзовый приятный оттенок, потом все темнее и темнее, и феном будем раздувать, чтобы получился плавный переход между оттенками. Хорошенечко все со стаканчика мы убираем и выливаем. Так. И палочкой мы подправляем. То есть, потому что фен может все равно не справиться, если будут большие вот такие расстояния между оттенками. Мы немножко принуждаем, так сказать, их соприкоснуться палочкой. То есть пробелов быть не должно? Да, нежелательно. Особенно если они большие, нам лучше все-таки палочкой помочь смоле докоснуться друг до дружки. А чтобы получался плавный переход, нам в этом поможет фен. Так, дальше мы можем уже заливать следующий оттенок. А вот вы же на глаз сделали смолы, да? А если, допустим, перебор, можно же убрать кусочек? Нельзя? Или добавить? Лучше как это делать-то? Лучше, конечно, рассчитать. То есть есть специальный калькулятор смолы, то есть нужно измерять основу, какого она диаметра и какой толщины мы хотим смолу заливать. И высчитываем, сколько в итоге нам потребуется на эту основу смолы. Но я уже, если честно, на глаз это все делаю, поэтому, да, иногда остается, конечно, смола, но обычно у меня под рукой какие-то силиконовые молды, куда я заливаю остатки смолы, и получаются или какие-нибудь брелочки, или просто То какие-то. есть у вас такое безотходное производство, да, так Да. сказать? Ничего не выбрасываем. Потому что очень жалко иногда выбрасывать, оттенки получаются красивые.
Пока работа мне очень нравится, знаете, такая не особо сложная, можно совершать погрешности, захотела, намазала тут, помазала там. В принципе, не понравилось, вообще все замазала, перемазала. Так сказать, конкретно творческий полет здесь. Да, здесь главное не переживать и не волноваться. Когда у меня приходят ко мне ученики на мастер-класс по смоле, обычно это взрослые люди, что-то хотят себе изготовить домой, они очень переживают и не знают, куда заливать тот или иной оттенок. На что я им отвечаю, что здесь, в принципе, нет правильного или неправильного. Здесь полет вашей фантазии, так как вам захочется. В любом случае будет красиво. В общем, работа с эпоксидкой подходит как раз-таки для людей, у которых, возможно, с фантазией проблемы, да, либо нет вот какого-то такого творческого вдохновения, может быть, и потенциала нет никакого. Ну, Бывает такое, что намешивают разные оттенки, те, которые им нравятся, потом перебарщивают с феном, и в итоге очень сильно все оттенки перемешиваются между собой, получается непонятно. Поэтому все равно в какой-то момент нужно уметь остановиться. Так, ну мы заливаем как раз-таки уже последний пигмент. Посмотрите, какой он намного темнее. За счет него будет казаться, что море у нас глубокое. Мы его полностью весь уже заливаем на оставшую часть. то есть 1/3 часть это все равно вот этот темный цвет, да? Да, потому что мы феном будем раздувать от песка, и в любом случае вот этот оттенок, он туда будет уходить. То есть какая-то часть все равно у нас убежит на пленочку. Итак, мы с Ириной смешали наши основные цвета. Это вот песочек, потом такая бирюза, немножко голубого и самый темный цвет вот здесь у нас перламутровый. Далее что мы делаем, Ирин? Дальше мы должны с вами раздуть феном, то есть сделать плавные переходы между оттенками. И затем уже совсем легонечко. А может, вы это начнете делать, а я пока посмотрю, а то я сейчас как Давайте. включу фен и, не дай бог, все в оператора вылетит. Так, но нам сейчас главное вовремя вспомнить, нужно надеть масочки. Для того, потому что мы нагреваем нашу смолу. Так, держите. К работе с феном готовы, да? Да, масочки на нас надеты. И мы можем, в принципе, начать немножко перемешивать. Вау! О! Волшебство! Так, ну я считаю, можно, наверное, еще. Так, все. Наша основа готова. Теперь мы можем приступить к заливке нашего белого оттенка, с помощью которого у нас будет создаваться волна. Заливать мы ее должны тоненькой линией на стыке, где у нас начинается море и где песочек заканчивается. То есть на этом стыке мы заливаем тоненькую. А вот здесь уже пошла ювелирная работа, так сказать, да? Да, и здесь главное, чтобы она была такая вот изящная. И вторую волну мы можем где-то вот здесь залить. То есть мы можем сделать одной волной, а можем сделать двумя. Главное, чтобы она была плавненькая. И рука. Дальше мы также раздуваем феном, только уже не в хаотичном состоянии, а в одном направлении, то есть от берега, да, от берега. Включаем теплый воздух. Посмотрите, что происходит. Вы только посмотрите, какая красота. Да, здесь главное уже не торопиться, а потихонечку ее задувать. И вторая волна.
можем еще немножко добавить белого на вторую волну, потому что она у нас чуть-чуть убежала в глубину, так скажем, и мы ее можем немножечко сделать поярче. Вот видите, я про тот самый процесс, где, в принципе, он обратим. То есть можно добавить, можно скрыть, можно замазать, можно... то есть, да, ну вот реально можно изменить картину от и до в течение процесса. Так, и задуваем еще раз. Вы только посмотрите, дорогие наши телезрители, как визуально изменилось наше, так сказать, панно, да? Да, мы можем, наверное, еще вот сюда вот одну добавить. И еще один тоже очень важный момент. У нас немножко столы не по уровню стоят, поэтому волна может куда-то, ну, затекать, вот, где не совсем ровно, куда идет наклон. Поэтому здесь еще немаловажную роль играет уровень, чтобы столы были по уровню. Наша волна готова, поэтому нам остается только воспользоваться горелкой. Убираем пузырьки. Они прям лопаются на поверхности. Если присмотреться, очень интересно это все выглядит. Вот так вот они лопаются. Так. Все, от пузырьков мы избавились, теперь мы можем приступить к декору. Для декора вы можете хоть что использовать, то есть любые камни. Я взяла вот такой вот красивый камушек, он у нас будет в виде островка, я его захочу вот сюда вот так положить. Так, дальше мы можем посыпать камушки. Давайте. Так, а куда? А вот сюда прямо на берег. Хоть как? Да, просто сыпайте. Угу. Ой, вот этот процесс мне очень нравится. Так, вы мне только скажите, когда хватит. Можно прям до Виктор? камушка. Мгм. Ой. Давайте вы уже Так. доделайте. Теперь можно ракушки. Ракушки тоже мы выкладываем на берегу, то есть мы их прям вот так вот. Здесь уже более такая вот интересный момент, интересный этап. А вот этот большой камень, он прилипнет, да? Да, конечно, его потом будет не оторвать, то есть он уже к смоле. И про что я вам рассказывала, про стабилизированный мох. Он вот так вот выглядит, но нам с вами понадобится совсем немножко, то есть мы можем оторвать и чуть-чуть вот так вот его. Можно здесь маленький кусочек. И он тоже очень хорошо прилипнет, то есть он вместе со смолой уже не отойдет. Вот же звезда у нас еще осталась. Да, звездочки обязательно. Они тоже очень красиво смотрятся в смоле, поэтому мы можем так вот несколько штучек добавить. Так, сюда. Ну и последнее, что хотела показать, это вот такой вот кит. Он тоже выполнен Ой. из смолы. Мы также его можем Кит. положить уже на глубину моря. Куда? Покажите, куда. Вот сюда можно. Как? Так, так. Да, хоть как вам захочется. Кит поплыл. Вот такая вот работа. Можем еще немножко посыпать камушками побольше. Так, и теперь вопрос, Ирина. В принципе, картина-то готова. А дальше что с ней? Смола-то еще у нас не подсохла. Вот здесь возникает вопрос, а что дальше? А дальше мы должны ее оставить наедине с самой собой. Она должна затвердевать. То есть чем меньше мы будем вокруг нее ходить, тем меньше пылинок будет на нее падать, потому что смола очень любит на себя брать пыль. Поэтому, когда изделие уже залито и готово, мы его оставляем в покое, и оно в течение 24 часов затвердевает полностью. После 12 часов мы можем
уже немножко потрогать ее, то есть где-то подкорректировать может что-то, после 24 часов изделие полностью готово. Нужно ли покрывать чем-то его? Нет, поверх? ничем сверху не А нужно вот покрывать. края неровности чем мы можем подровнять? Края потом они отшлифовываются и покрываются акриловой краской. Вообще можно, конечно, сделать так, чтобы смола прям затекала на края, но иногда бывает так, что она не совсем равномерно затекает, поэтому в любом случае лучше отшлифовать края. Ну что, дорогие друзья, мы не перестаем говорить вам о том, что все гениально, в принципе, просто. И наша сегодня картина яркий тому пример. Посмотрите, в принципе, это не занимает много времени, да. Здесь можно творить, здесь можно, знаете, применять различные техники, ну а самое главное, результат, он какой? Он уникальный, потому что повторить те же самые разводы не Да. сможет никто. Да, это правда. Если даже кто-то захочет именно такое же море сделать, не факт, что смола себя именно так поведет, потому что на нее влияет и температура в комнате, и то, сколько мы с ней работаем, сколько она была у нас в стаканчике. То есть все вот эти внешние факторы, они влияют, и на нее влияют, и она себя ведет совершенно по-разному. Ой, Ирина, спасибо большое. Хочется прям сразу вот так поднять, перевернуть и показать вам эту картину. Ну, конечно, мы должны все-таки дать возможность этой уникальной эпоксидной смоле высохнуть. Мы благодарим вас, что пригласили нас в гости. Прекрасный город Алдан, прекрасная Ирина. Спасибо вам за этот мастер-класс. Мы желаем вам Спасибо всего самого наилучшего. Спасибо. А у меня для вас подарок. Я хочу вам вручить вот такое ювелирное тоже украшение. Вот так вот, смотрите, какие у нас добрые, самое главное, щедрые жители города Алдан. Спасибо вам большое. Носите с удовольствием.